Без срока давности. В ближайшее время уроженец Молдавии Семен Гуцан предстанет перед Верховным судом Коми. Следствие уверено, в августе 1994 года мужчина вместе с Анатолием Буничем убили 15-летнюю стывкарку Аню Романовскую. Однако фигурант вину категорически отрицает. Сваливает на усопшего друга. Антон Булаев разбирался в деталях. Ну вот это вот она, Анютка, вот буквально вот где-то вот она вот уже вот такой ее убили. Эти черно-белые фотографии, нарисованные девочкой полотна, напоминают Ирине Романовской о любимой дочери. Жизнь перечеркнула на до и после 21 августа 1994 года. В тот вечер женщина вернулась из очередной командировки. Девушка обычно встречала ее на железнодорожном вокзале. В этот раз на перроне Ани почему-то не оказалось. Чуя страшную беду, мама поспешила домой. А там ее ждал ужас. На балконе увидела, у нее валялись красные ее туфельки. Я ей с Москвы привозила. И я эти туфли схватила и кричу: «Аня, ты где?» И я только, ну вот балкон так, и комната так, диван там стоял, я только там. Я потом только увидела, что она лежит просто на диване, ручки завязанные. И вот я ее вот так вот подняла, носила ее. И говорю: «Анечка, проснись». А потом положила ее, выбежала на улицу. Ну и вот так вот я уже потом и не помню даже. Следователи прокуратуры тщательно осмотрели место преступления и изъяли максимальное количество вещественных доказательств. Были установлены тогда и имена фигурантов. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый и его приятель, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи со смертью, действуя группой лиц по предварительному сговору с целью завладения находящимся в квартире имуществом, совершили убийство 15-летней девушки, после чего похитили имущество владельцев, причинив им значительный материальный ущерб. Продав часть похищенных вещей на рынке, а другую забрав себе, подельники сначала уехали в Москву, а затем скрылись в Молдове. Анатолий Бунич через несколько лет скончался. Семен Гуцан по поддельным документам через Украину сбежал в Польшу, где и жил много лет. По поручению Генеральной прокуратуры мужчину объявили в международный розыск и заочно арестовали. Семена задержали в Восточной Европе летом 2020-го с документами на Ивана Попа. В октябре прошлого года мужчину экстрадировали в Коми. Расскажите, за август 1994 года что здесь произошло? Ну, пригласил выпить со мной. Ну, типа, пойдем. Ну, он говорил, что встречается с девушкой. Помню, что она недолго сидела с нами. И пошла в комнату спать. По утверждению Гуцана, в комнате с Аней Романовской находился только его приятель. У молодых людей произошел спор, который закончился убийством. О преступлении он узнал от Анатолия Бунича. Ну, он говорит, что сделано, уже все сделано. Признаки жизни подавала она? Нет. Не шевелилась, не дышала? Впрочем, эксперты опровергли версию фигуранта о его непричастности к смерти девушки. Судят мужчину по старому уголовному кодексу. Если вину Семена Гуцана докажут в суде, даже по старой редакции УК РСФСР за убийство из корыстных побуждений группа лиц он может получить до 15 лет лишения свободы.